Картошечки мои, всем привет! Сегодня мы будем продолжать нашу игру Milk Outside, Back of Milk Outside. Так, в общем, я надеюсь, вам не надоела эта игра, потому что я хочу посмотреть как можно больше концовок. И надеюсь, сегодня у нас получится, и мы посмотрим на какую-нибудь другую концовку, потому что мы уже две посмотрели. И я надеюсь, вы останетесь со мной до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте начнем. Начало я, наверное, по старинке вырежу, потому что мы это уже все видели с вами. О, мы пропустили какой-то предмет. Что это? Что это было? Тут какой-то предмет лежал. Непонятно, что это было. О! Добрый день, спасибо, что выбрали нашу пиццерию. Знаете, здесь так пусто, впрочем, мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я совсем одна, и в то же время вроде бы нет, в голове много мыслей, с которыми уж точно не соскучишься. С ними можно создать целый мир, уверена, если очень постараться, он заполнит всю пустоту вокруг. Хотя, сколько бы я ни думала, окружение не менялось, да что-то происходило в моей голове, но по-прежнему оставалось в ее пределах. Не то чтобы я как-то сдерживала это, может, оно само боялось выходить. Какую пиццу вы хотели бы заказать? Так вот, в любом случае в моей голове нет так много места, где можно было бы развернуться. Так что каждая мысль наворачивала бессмысленный и беспощадный круг, безнадежно возвращаясь в начало. А ведь когда-то должен быть конец, нельзя блуждать так вечно, как вы считаете. Конечно, звучит это очень страшно, но не страшнее постоянного существования в пустоте. Здесь определенно безопасно и не случится ничего плохого, как и хорошего, впрочем. Обратите внимание, что у нас происходит акция 3 пиццы по цене 2. Да, наверное, ничего хорошего в одних и тех же мыслях нет, да и какой у них смысл вообще? Я могла бы сбежать отсюда, но кажется, мои же мысли мне совсем не помогают. Им должно быть стыдно, наверное. Никто не виноват, что здесь даже двери не видно. С ней было бы гораздо проще. Я пыталась ее найти, и это пустая трата времени. Сколько ни ходи, ничего не находится. Ой, игра слов. И это лишает меня всякой надежды на спасение. Также у нас есть система скидок для новых клиентов. Подробнее можно узнать в личном кабинете. Вам не кажется, что мое пребывание здесь — это пустая трата времени? Какой в этом смысл? Я могу просто думать, и то мои мысли такие же бессмысленные и пустые, как все вокруг. Значит ли это, что я не заполняю пустоту, а просто являюсь ее частью? Зачем мне тогда чувствовать себя, знать, что я существую? Впрочем, я даже не уверена насчет этого. В этом месте всегда ни холодно, ни горячо, вообще никак. И в то же время, если подумать о тепле, я согреваюсь. Может, этот мир полностью зависит от моих мыслей? Не хотелось бы признавать, что я полностью пуста. Ведь все исчезло не по моей вине, да? Разве я не могу просто приспособиться и привыкнуть к ничему вокруг, раз ничего не могу с этим сделать? Вы уже готовы сделать заказ? Да, правильно. Мне должно быть все равно. Здесь пусто, и мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я тут одна, и в то же время нет в голове много мыслей, с которыми уж точно не соскучишься. С ними можно создать целый мир. Здесь определенно безопасно, и не случится ничего плохого, как и хорошего, впрочем. Мое пребывание здесь — это пустая трата времени. Я не заполняю пустоту, я лишь ее часть.
И это лишает меня всякой надежды на спасение. Мне должно быть все равно. Здесь пусто, и мне от этого ни хорошо, ни плохо. Никто не виноват, что здесь даже двери не видно. Какой в них смысл вообще? Что то же самое все повторяется, как будто бы, что ли. Кажется, мне совсем не помогают, им должно быть стыдно. Не хотелось бы признавать, но я тут одна. Ничего не могу с этим сделать. Обратите внимание, что у нас проходит акция 4 пиццы по цене 2. Мне все равно, что здесь пусто, слышите? Да, мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я одна. В моей голове много мыслей, ими я ослепляю мир вокруг. Здесь не так много места, но, по крайней мере, безопасно. Хотя и мне тут никогда не будет хорошо. Значит, мое пребывание здесь пустая трата времени? Сейчас поезд приедет. Я должна решить, и мои мысли помогут мне. Они направят к выходу, и тогда я смогу собой гордиться. И тогда я смогу спастись. Хотя... уже как-то все равно. Здесь пусто, и мне от этого ни хорошо, ни плохо. Я одна, в моей голове много мыслей, можно сказать, целый мир. Если очень постараться, он сможет заполнить всю пустоту вокруг. Хотя, сколько бы я ни думала, окружение не менялось. Да что-то происходило в моей голове, вне моей головы, но... что? Моим мыслям не хватает места. Оно уже чем-то заполнено. Если вокруг ничего нет, здесь есть я. А в моей голове много мыслей. Если очень постараться, значит, мир на самом деле не пустой. Я ничего не вижу. Время истекло. Перезагрузите страницу. Интересно. Да уж, утро добрым не бывает. Блин, и почему у меня всегда такое дурацкое лицо? Интересно, что обо мне подумают в школе? Ну не то чтобы интересно, просто не хотелось бы прослыть неудачницей в первый день. Так, соберись, нет ничего страшного в том, что ты выглядишь не так, как остальные. В конце концов, главное ведь совсем не это. Эй, поторопись. Да, мам. Да уж, утро добрым не бывает. Блин, и почему у меня всегда такое дурацкое лицо? Интересно, что обо мне подумают в школе. Ну не то чтобы интересно, просто не хотелось бы прослыть неудачницей в первый день. Так, соберись, нет ничего страшного в том, что ты выглядишь не так, как остальные. В конце концов, главное ведь совсем не это. Эй, поторопись. Да, мам. Да уж, утро добрым не бывает. Блин, и почему у меня всегда такое дурацкое лицо? Интересно, что обо мне подумают в школе. Ну не то чтобы интересно, просто не хотелось бы прослыть неудачницей в первый день. Так, соберись, нет ничего страшного в том, что ты выглядишь не так, как остальные. В конце концов, главное ведь совсем не это. Эй, поторопись. Да, мам. Да уж, утро добрым не бывает. Блин, и почему у меня всегда такое дурацкое лицо? Интересно, что обо мне подумают в школе. Ну не то чтобы интересно, просто не хотелось бы прослыть неудачницей в первый день. Так, соберись, нет ничего страшного в том, что ты выглядишь не так, как остальные. В конце концов, главное ведь совсем не это. Эй, поторопись. Да, мам.
Да уж, утро добрым не бывает. Блин, и почему у меня всегда такое дурацкое лицо? Интересно, что обо мне подумают в школе? Ну не то чтобы интересно, просто не хотелось бы прослыть неудачницей в первый день. Так, соберись, нет ничего страшного в том, что ты выглядишь не так, как остальные. В конце концов, главное ведь совсем не это. Эй, поторопись. Да, мам. Да уж, утро добрым не бывает. Блин, и почему у меня всегда такое дурацкое лицо? Интересно, что обо мне подумают в школе? Не то чтобы интересно, просто не хотелось бы прослыть неудачницей в первый день. Так, соберись, и ничего страшного в том, что ты выглядишь не так, как остальные. В конце концов, главное ведь совсем не это. Эй, поторопись. Да, мам. Да уж, но утро добрым не бывает. Блин, и почему у меня всегда такое дурацкое лицо? Интересно, что обо мне подумают в школе. Ну не то чтобы интересно, просто не хотелось бы прослыть неудачницей в первый день. Так, соберись, нет ничего страшного в том, что ты выглядишь не так, как остальные. В конце концов, главное ведь совсем не это. Эй, поторопись. Да, мам. Доброе утро. У меня прекрасное настроение, жду не дождусь первого дня в школе. Эй, поторопись. Да, мам. Вы что-нибудь поняли? Я просыпаюсь и едва не теряю сознание от ужаса. Узкая металлическая лестница пролегает по периметру огромной колонны, закручиваясь спиралью и уходя во тьму. Я прижимаюсь к холодной стене и молюсь, чтобы тело вмерзло в нее. Это чувство, я знаю, что провела здесь несколько часов или дней, однако я не знаю, насколько высока колонна, не знаю того, вверх ли или вниз направляюсь. Миллиарды тонн бетона и тысячи километров пустоты. Невозможно оставаться в здравом уме, находясь рядом с такими космическими числами. Смотря на них, соприкасаясь с ними, даже просто думать о них — невообразимый ужас. Лишь вопрос времени, когда недалекий срок подойдет к концу, мой разум расплавится, а тело превратится в пыль. Грубая поверхность стены царапает лицо, ступени под ногами гудят от ветра, норовя вырваться из бетонной хватки и сброситься вместе со мной в пропасть. Но я останусь здесь и никуда не уйду. Не открою даже рта, любое слово будет проглочено бездной. Я не сделаю ни единого шага. Зачем? Чтобы узнать, где лестница обрывается? Все лишено смысла. Прошло уже много единиц времени, но я по-прежнему не шевелюсь, тело бьет сильная дрожь, но я понимаю, что дрожит само пространство. Ему не терпится уничтожить меня. Быть может, стоит взять волю в кулак и хотя бы повернуть голову? Эта мысль не задержалась в голове надолго. Ее вырвали с нечеловеческой силой, не осознавая, что сейчас произойдет. Я медленно и со скрипом поворачиваюсь всем телом. Нет, это совсем не то, чего я хотела. Не надо.
недвижим колос, и в этой тишине он поет невидим мост над черной пропастью, пока не затихает музыка. Давящий, плотный и липкий воздух ввинчивается мне в уши, заглушая мои мысли беспорядочным набором слов, пока я в ужасе смотрю на картину перед глазами. Сотни бетонных громадин в точности, как моя, расположены ровными рядами, уходящими в бесконечность во всех направлениях. Все они обвиты лестницами, словно плющом. Кто-то там на краю этого мира улыбается, этот мир по-прежнему существует, но все, из чего он состоит, одновременно и существует, и нет. Я пытаюсь поставить мыслеблок, но бесполезно, мозг уже во власти сверхсущества. Спустя мгновение я понимаю, что и тело более не принадлежит мне. Ноги идут сами, мне под силу лишь выбрать направление, вверх, вниз или... Толпа замечает кровь на руках Вацека. Он убегает, появляется Мендель. В нем нет ничего человеческого, кроме чрезмерной грации и скрытого изящества. Он выходит на середину сцены, начинается первое действие. Чужие мысли становятся все бессвязней, места для собственных все меньше. Ясно ли ты ощущаешь свою связь со своим телом, или в тебе снова возникают непонимание и страх перед ним? Если в последнее время ты слишком часто переживал этот страх, где именно он проявился? Отвечай честно, ничего не скрывай. Я решила идти вниз. У тебя может появиться подозрение, что что-то идет не так, потому что твой путь изменился. Может быть, ты стала неправильно говорить или в чем-то ошиблась. Если так, начни привыкать к новой жизни. Пробуй создавать образы, которые будут внушать тебе ощущение, что теперь все так и должно быть, и постепенно они создадут внутри тебя новый порядок. Я верю, у тебя сейчас тяжелый период, но ты просто обязана чем-то пожертвовать, вырасти, и только тогда сможешь обрести смысл жизни, понимаешь? Попробуй, если это будет важно для тебя. Каждый день это драгоценный подарок. Если ты хоть раз подаришь миру его кусочек, он покажется тебе просто пылинкой, понимаешь? Нет, извини, тогда этого и не пойму я, понимаешь? Понимаешь, да, это ты понимаешь, даже ты. Когда ты замечаешь, как люди смотрят на себя в зеркало, когда ты видишь в зеркале собственное отражение, понимаешь, что оно реально существует, понимаешь, как именно оно существует. Воу. Так, ребята, ну на этом все. Мы посмотрели с вами все концовки. Если вы не видели предыдущие концовки, посмотрите их, пожалуйста. И будем уже с вами тогда прощаться. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся уже в новой игре, в новой, так сказать, вселенной. Все, всем спасибо и всем пока.